Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире АЛЛАТРА-24, программа «Социум». Одна из задач общественных советов – быть мостом между гражданским обществом и государственными органами. На сегодня роль общественных советов в повышении эффективности работы в борьбе с коррупцией растет. Более подробно об их взаимодействии с госорганами мы поговорим с гостями программы «Социум». Это председатель Координационного совета общественных советов госорганов Тулёнбек Абдыров и член комиссии по отбору членов общественных советов госорганов Искендер Байназаров. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. Нам известно, что общественные советы были созданы в 2010 году, и поэтому они прошли довольно весомый большой путь развития. Скажите, пожалуйста, вот как менялась их деятельность и вообще самочувствие общественных советов при госорганах до сегодняшнего дня? Что они представляют из себя сегодня? Ну, с 2010 года, конечно, это время, если так посмотреть, это очень большое время, но для такого института, как общественный совет, это, конечно, малый, короткий срок. Но, тем не менее, за эти 8-9 лет, то, что вот существует общественный совет, они, как и вся наша страна, она проходила очень такие, и были моменты, когда и было очень сильное возрождение, и в тот же момент когда-то на упадок именно деятельности общественных советов. Но, тем не менее, если посмотреть с точки зрения, как этот институт становился, можно увидеть, что в 2014 году этому институту придало устойчивость принятие закона об общественных советах. И ряд потом принятых положений об общественных советах, они дали некую устойчивость для этого общественного, скажем так, направления. И хотелось бы отметить, что в 2010 году-то почему возникли именно общественный наблюдательный совет? Потому что те предыдущие революции, которые были, они произошли из-за того, что не было диалога между государственными органами и обществом. И, естественно, были очень большие разрывы, было непонятие, был консерватизм со стороны госорганов, которые не воспринимали некоторые позиции. И после 2010 года по инициативе Розы Отмбаевой, естественно, были созданы общественно-наблюдательные советы. Конечно, первые годы это был такой вот ура, такой вот сильный напор наших активных таких граждан. И, конечно, пока не было никаких законодательных норматив, там, естественно, были очень разные какие-то моменты, но большая часть населения, они все-таки все равно воспринимали, которые были в общественном совете, правильно воспринимали свою деятельность. И главная задача это была, когда на тот момент было положение в общественных советах, указано, это утверждено указом президента, и люди понимали, что они должны, скажем так, проводить мониторинг вообще оказываемых услуг государством, проверять прозрачность деятельности государства, оказывать содействие в принятии качественных управленческих решений. И это постепенно потом вошло и в наш закон об общественных советах. И сегодня многие общественные советы, естественно, в этом направлении работают, и уже устоявшиеся очень многие наши общественные советы такие, и они показывают очень хорошие и положительные результаты в этом направлении. Действительно, когда были созданы общественные наблюдательные советы, мы видели, что их активные члены искали недостатки в работе государственных органов и тем самым где-то, может быть, не помогали, а мешали их работе. Сегодня речь идет о том, что мы должны взаимодействовать. Общественные советы и государственные органы. Общественные советы созданы при 36 государственных органах. Скажите, пожалуйста, как осуществляют они свою деятельность? Как было отмечено, после принятия закона их деятельность уже была отрегулирована, и они получили хорошую правовую основу для своей работы. И уже как бы скажем, от критиканства, от контроля, да, они перешли к взаимодействию, сотрудничеству и партнерству. И вот благодаря вот этому как нормативному документу уже члены общественных советов знают, что должны делать, как должны делать, и расписаны права, обязанности, полномочия. И самое интересное, что вот им даны широкие полномочия. Они могут обсуждать законопроекты, которые готовит ведомство. Они могут обсуждать проект бюджета
могут рассматривать программные документы развития того или иного государственного органа. Поэтому у них достаточно широкие полномочия. И в последнее время мы чувствуем вот это качественное изменение, что больше они уже выступают не как наблюдатели, да, а вот как эксперты, партнеры. И во время встречи с госорганами как раз они просили нашу комиссию: пожалуйста, отбирайте, нам нужны эксперты, потому что госслужбы не успеваем, говорит, такая текучесть работы, и еще вот для анализа, стратегии нам нужны вот, они видят в этих общественных советах как экспертную такую помощь, ожидают. Борьба с коррупцией и другие примеры эффективной работы общественных советов. Вы можете рассказать об этом? Да, хотелось бы особо остановиться на этом. И в недавней нашей ежегодной конференции, которую мы проводим совместно с правительством, с администрацией президента, с Жоркинешем, было озвучено, что вот с секретарем Совета Безопасности, что общественные советы сегодня очень хороший помощник именно в отслеживании вот этих коррупционных и недопущении вот этих коррупционных явлений в государственных органах. Я скажу еще больше. Дело в том, что в начале мы вот при активном содействии вместе с Советом Безопасности, мы как раз таки вместе, Общественный совет, участвовали в разработке этой методологии по выявлению вот этих коррупционных явлений в госорганах, пошаговых, то есть выявления. Да, и наши общественные советы очень активно в этом участвовали, и они были задействованы. И сегодня мы можем с гордостью сказать, что мы очень хорошо в этом направлении поработали с Советом Безопасности. И у нас до сих пор работа ведется, но вот такой вот антикоррупционный анализ мы вели как отчет, показываем это, постоянно ведем работу в этом направлении. То есть у нас очень хорошие положительные результаты. В настоящее время идет отбор новых членов общественные советы, и в то же время вы выступаете с предложением, чтобы продлить срок их работы с 2 до 4 лет. Почему возникла такая инициатива? Дело в том, что вот практика показала, что 2 года это мало для становления, развития, а потом это люди же с активной позиции пришли, у них, может быть, и опыта нету в работе госорганов, с госорганами тем более. Потом работа в основном касается не просто беседы, а работа с документами. И вот, представьте, они наработали 2 года, и тут срок заканчивается, и они уже этот потенциал как бы не могут реализовать полностью. И вот 4 года это оптимальный срок, когда бы те молодые члены общественных советов уже бы наработали опыт, а более опытные уже бы стали наиболее сильными и могли бы в самом деле оказывать такую серьезную помощь госорганам в их деятельности. И самое интересное, что представлять, вот здесь как раз за 4 года все-таки члены этих общественных советов могли бы наладить связи и с регионами, чтобы у них получать информацию. И вот это сейчас, я думаю, одна из задач этих общественных советов — это установить контакты вот с регионом, потому что многие госорганы находятся в Бишкеке, и как бы члены этих общественных советов, они представляют Чуйскую область, Бишкек, да, вот мы по этим видим, а связь с регионами необходима. Коротко скажите, пожалуйста, как будете устанавливать связь с регионами? Но мы видим, что сегодня активная часть гражданского населения на местах, они тоже самоорганизуются в малые общественные советы. И плюс ко всему прочему здесь был вот проект, который тоже в этом направлении работал. Я думаю, мы в этом направлении будем работать. И хотелось бы еще одно слово сказать, что мы сегодня готовы вот и работаем в, скажем так, взаимодействии с госорганами в реализации политики и государственных программ, которые они утверждают, и мы готовы помогать и оказывать содействие как раз таки в реализации этих. Большое спасибо, желаю вам конструктивной работы общественных советов и госорганов. Уважаемые телезрители, это была программа «Социум». Оставайтесь на АЛТО 24. Всего доброго.